Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки и пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Знаки судьбы. Что вам помогает, что вам мешает и как их понять. Мои дорогие, пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие знаки посылает мне судьба? Как мне их понять? Что мне мешает и что мне помогает? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию для вас. Итак, какие же знаки судьбы вам посылают высшие силы? Какие знаки судьбы вам посылают высшие силы? Так, мои дорогие, что я хочу сказать? Во-первых, первый знак, который очень четко и ясно я вижу, это знак защиты. Вот он, знак защиты. Говорит он о том, что, во-первых, высшие силы вас берегут, охраняют, защищают, оберегают. И все, что происходит в вашей жизни, по большей части это воля ваших сил, ну и по меньшей части это ваши собственные решения. Что значит этот знак еще? Он значит, что у вас все практически вот по вашей жизни, да, что происходит с вами хорошего, прописано уже в вашей книге жизни, в книге судеб это все прописано на вашей страничке. Мои дорогие, что мне не очень нравится? Мне не очень нравится, что я вижу, что вы иногда ведете себя самовольно. Вам дают знаки, вам дают предостережения, вас просто, знаете, как сворачивают с пути. Да? Вот вы там хотите что-то, да? Либо куда-то поехать, либо что-то купить. Вы к этому идете, да? И вам раз дорогу завернули. Вы говорите, в следующий раз пойду. В следующий раз идете, вам опять дорогу завернули. И вы не сдаетесь. Вы продолжаете биться в эту закрытую дверь головой, пока шишку не набьете. Понимаете, очень важно вам обращать внимание на такие обстоятельства. Если у вас что-то не получается с первого раза, со второго раза, и уж тем более с третьего, то не нужно искушать судьбу и не нужно ломиться в эту закрытую дверь. Вот поверьте, для вас это будет намного лучше, чем вы будете вот прям биться и все. Над вами горит звезда. Это мало того, что звезда, так еще у нее, видите, какие огромные руки. Она вас защищает. Защищает она вас и того человека, которого вы любите, с кем вы в паре, с кем вы единое целое. Если же вы человек одинокий, то знаете, что где-то ходит ваша половиночка, которая тоже же смотрит на те же звезды, находится под защитой тех же сил. Понимаете, для высших сил вы человек не одинокий, вы человек в паре. Да, может быть, многие еще эту пару не повстречали, либо повстречав, еще не разобрали, что именно этот человек моя пара. Но вы, вот такой знак вам и сигнал, да, вы должны быть в паре. Вы человеком одиноким не остаетесь ни при каких раскладах. Вот так вот идет. Так что будет и семья, будут и отношения, и будет пара. Если же вы в паре и, например, отношения не ладятся, да, вот не ладятся, то споры, то ссоры, то прям там, не знаю, развестись хочется. Здесь, конечно же, знак вам такой, что нужно обратить внимание на себя, на свое поведение. И я не говорю, что, например, вы виноваты. Я говорю о том, что вы допускаете такие моменты, да, когда вам садятся на голову, когда вы, например, тянете все на себе, а человека, грубо говоря, сначала там говорил спасибо, а потом уже начинает вас подталкивать, да, иди скорее, давай быстрее. Вот. Здесь я вижу, что, особенно для женщин, да, вот этот песочек, он для женщин очень хорошо подходит. Здесь большинство проблем в вашей жизни, они исключительно ваши. Из вашего упрямства, из ваших каких-то качеств, да, которые вы, скажем, они не совсем полезные, да, и не в то русло они направлены. Понимаете, вы упрямая, вы иногда капризная, вы можете вот прям хочу и все, вот трава не расти, хочу здесь и сейчас. Но поверьте, это не полезно для вас. Вы как будто бы наперекор идете, наперекор своей судьбы, наперекор высшим силам. Знаете, вы как вот
Вот этот человек, видите, он в горизонте, это вы. Вы посечены вот такими вот полосочками, да, вот есть у вас прям, ну, скажем так, шрамы, болезненные шрамы. Это все у вас есть. Вы склонились и оплакиваете свою жизнь и свою судьбу. И не понимаете, что над вами есть огромная сила, сила вашего рода, сила духов рода, сила вашего ангела-хранителя, да, в крайнем случае, да, сила высших сил, которые вас хранят, оберегают и спасают. Вот что, мои дорогие, вы не одиноки и никогда одиноким человеком не были и не будете, вообще в принципе не будете. Поэтому перестаньте вот так оплакивать свою судьбу, вытирайте слезки, смотрите вперед на будущее, на счастье и пытайтесь честно себе отвечать на вопросы, что делаю я не так, но почему именно со мной происходят вот такие всякие странности, да? Вы найдете ответ, вы найдете. Но если вы будете в этой позиции вот, стоять и сокрушаться, оплакивать свою жизнь, особенно, например, у кого есть дети, вот переживания очень сильное за детей, понимаете, это тоже неправильно. Вы можете вот блокировать жизнь своего ребенка, переживая, что он там попадет в дурную компанию, либо что-то еще с ним не так случится. Здесь, конечно же, нужно пересмотреть себя. Знаки вам посылают постоянно. Знаки эти, конечно же, они иногда не самые приятные, скажем так, но тем не менее имеем то, что имеем. Смотрите, здесь у вас прекрасный лебедь. Видите, какая у него красивая голова, шея. Вот он, прекраснейший лебедь. Но это то счастье, обещанное счастье, лебединая любовь, да, верность и преданность, которая у вас, понимаете, она стремится в вашу жизнь, да, но вы почему-то всегда вас нет дома, да. Когда это счастье приходит к вам, то вас всегда нет дома. Этот лебедь, он обязательно он вас добьется, он вас найдет, он с вами будет. Но опять же таки, это в горизонте лежит, да, пройдет время, и, как знаете, есть такая пословица, вы только на меня не обижайтесь, я просто говорю то, что мне идет. Бодатой корове Бог рог не дает. Вот помните про эти слова и понимаете, что нужно немножечко себя поменять, нужно с собой что-то сделать и себя проработать. Смотрите, этот прекрасный лебедь, он с собой несет вам новую жизнь. Тут просто парусник счастья, два человека обнимаются, мужчина женщину на руках держит. Понимаете, здесь счастье и любовь, собственный дом, собственное счастье. Это у вас впереди. Такие знаки вам посылают. Вам в жизнь посылают хороших людей, да? Но эти люди вам кажутся не те и не то, да? Там они то ли молчаливые, то ли неуспешные, то ли, скажем так, не любите вы правильных и хороших мальчиков, скажем так, которые смогут дать вам счастье. Вы больше засматриваетесь на таких лихих парней, которые позиции, скажем так, абьюзеров, либо каких-то драчунов, такие вам нравятся, потому что сложные, потому что вы привыкли решать проблемы. И вот на таких вы и засматриваетесь. Так, еще знак ваших родителей. Тут у многих вот именно знак мамы вышел. Ваша мама — это пример жизни, да. В данном случае, как не надо жить. Знаете, вы повторяете как будто бы судьбу своей мамы. Вот как она там жила, да, и вы пытаетесь так жить. С одной стороны, если жизнь у мамы была хорошая, то вы должны понимать, что вам точно так же не придет, да, идеальных мужчин не бывает. И опять же таки, ваш отец, например, либо отчим, там, кто у вас был, он не идеальный человек, просто мама его ваша, например, боготворила, да, и всем казалось, что все идеально. Если же мама жила плохой жизнью, там, страдала, переживала, была там и гонима, и бита, и все что угодно, да, то она терпела там ради семьи, ради детей, и вам говорила, что типа, дескать, я терплю, чтобы не быть разведенкой, чтобы там пальцем детей моих не тыкали и не говорили, что безотцовщина, да. Вы повторяете, вот вы, может быть, вы и не согласны с тем концептом жизни вашей мамы, но мамы, бабушки, там, тети, вот близкой женщины, но вы подсознательно все равно повторяете эту жизнь. То есть это вот как-то в голову вам вошло, может, было даже вбито каким-то образом. Долго вы на это смотрели, даже, может, вы и осуждаете, но при этом, если вы задумаетесь, то вы тоже повторяете тот же самый сценарий. Поэтому, мои дорогие, уходите от этого, делайте от противного, да, попытайтесь вообще с ног на голову все перевернуть, и чтобы у вас вообще было все по-другому. Знаете, я вижу поддержку, которую вам оказывают постоянно, ежедневно, то есть вплоть до того, что ваш ангел вас с собой водит. И
сны вам снятся, сны, понимаете, я вижу здесь сны, и я вижу многих, эти сны беспокоят вам. Вам кажется все что угодно, кроме того, что вам показывают в этих снах. Вы как-то не воспринимаете информацию. Не верите себе, понимаете? Не верите себе. Вот смотрите, вы смотрите мое видео, да, предсказаний. Вы же меня совершенно не знаете, кто я, что я, да. Но многие верят тому, что я говорю. У многих там девочки там пишут мне, что вот 100% резонирует. Но поверьте, вот то же самое, да, когда вам снятся сны, когда вам идут предупреждения, вы почему-то не доверяете себе. Вам проще, например, поверить мне, либо другим гадалкам на ютубе, чем поверить себе, своим снам и своей интуиции. Вот это тоже не очень хорошо, потому что ваша интуиция может на вас немножечко как, обижаться, да, и очень трудно пробиться к вашему сознанию, очень трудно. Просто вы настолько замков закрылись, что она там бедненькая плачет и страдает. Так, еще я хочу вам сказать, что у многих, у кого, например, есть заболевания там хронические, либо какие-то вот, неожиданно возникли, неприятные, с детства, может быть, болезненные были состояния, у вас эти, скажем, такие неприятные обстоятельства, это тоже знаки того, что вы должны научиться любить и ценить эту жизнь. Потому что я вижу, что многие здесь девочки особенно склонны к какому-то маргинальному образу жизни, когда для вас, нет, жизнь теряет ценность. То есть вы не видите выхода из той тупиковой ситуации, в которой находитесь. Вам кажется, что уже ничего меня в жизни не ждет и ничего хорошего не будет. Понимаете, вы сами себя начинаете программировать. У вас, скажем так, одна дорога жизни и судьбы, а вы говорите, что нет, дескать, я лучше знаю, у меня там уже все, полный обрыв и катастрофа. И вот тем самым вы блокируете свое счастье, свою жизнь и свое будущее. Знаете, песок такой, достаточно сложный. Вот мне сложно его читать, потому что эмоции, очень много болезненных эмоций. И другой момент, что я вижу, что вам вы не брошенка, вам помогают с высших сил, и вам помогают, вас ведут, там, наставляют. Вот они пытаются для вас делать, но понимаете, они-то там, да, а мы-то здесь. И им трудно в нашем материальном мире творить эти чудеса. Да, конечно, это бывает, но не так часто и не так все просто происходит. А вы закрыты. Вы просто себя закрыли, заблокировали для этих чудес. То есть, понимаете, да, сложно как-то вам помочь, если вы отсутствуете, да, дома вас нету. Пришел вам подарок, да, принес почтальон, а вас дома нету, некому получить этот подарок. Мои дорогие, пожалуйста, думайте о себе, раскрывайте себя. Здесь очень много знаков, когда человек, не то чтобы даже на развилках, это даже не развилки. Здесь петли, здесь круги, здесь просто, не знаю, поход в темноте, в пустоте, ужасное одиночество. Тут даже, знаете, страшно, конечно. У некоторых девочек даже суицидальные какие-то мысли я считываю. Знаете, нельзя, не нужно, и это вообще ни к чему. Вы сами себя губите. Подумайте об этом, да. Особенно те, у кого есть детки, особенно те, кто уже настрадался. Понимаете, ищите свое счастье, идите к нему. Я вижу, что вам дают. Вам дают. Но в силу своего характера, в силу какой-то противности, извините за слово, но я так вижу, вы не можете это просто получить. Да? Вот как сигнал не доходит, да, обрыв сигнала идет. Так, мои дорогие, песок сложный получился. Неоднозначный, я понимаю так, что не всем подойдет это гадание, но тем, кому подходит гадание, послушайте меня еще раз внимательно. Все в ваших руках. Полюбите себя, полюбите. Разрешите себе счастье, разрешите себе любовь, разрешите себе завтрашний день. И вы поймете, как это все работает. У вас жизнь начнет налаживаться с каждым новым днем. Чем больше вы будете любить себя, чем лучше вы будете относиться к самой себе, тем быстрее ваша жизнь выйдет в правильное русло. И все у вас наладится. Вот поверьте, пожалуйста, вот хотя бы попробуйте, хоть немножечко. Во-первых, балуйте себя. Не надо себе прям все отказывать, там, например, типа я там не доем, не поем, не куплю себе там новую обновку там детям, да, в семью, там еще куда-нибудь. Нет, балуйте хотя бы раз, не знаю, там месяц каким-то маленьким подарочком саму себя, да, чтобы ваша суть, ваше существо ощущало эту любовь, ощущало заботу. И пожалуйста, прислушивайтесь к своей интуиции. Интуиция очень сильная. Интуиция страдает. Интуиция просто загнана в какой-то темный угол
ей оттуда вот прям как не выбраться. Понимаете? И присматривайтесь к тем сигналам, которые вам посылают. Идет мужчина в вашу жизнь. Я вижу, просто хороший мужчина идет, а вам он не нравится. Вы начинаете фыркать, говорите, какой-то он там тюфяк, либо там еще какой-то. Мои милые, ну, воспитайте из него, возьмите, воспитайте, обмойте, обогрейте, воспитайте из него достойного человека. Что вы кидаетесь на тех, которые вон горячие, блестящие, которых нужно добиваться, да? Позвольте, чтобы мужчина вас добивался, а не то, что вы там за ним ходите, извините, ему во все дырки дуете. Мои дорогие, цените себя, и все у вас будет хорошо. Так, на этом гадание мое закончено. Извините, что такое гадание вышло, но я всегда говорю то, что я вижу. Я не сладкий таролог, поэтому не сладкая гадалка, да, которая ради хайпа будет рассказывать вам тут сказочные истории. Я говорю то, что вижу, и ничего не скрываю. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.